Так, в связи с тем, что лед полностью натолкало на засидку наших напарников, пришел им на помощь. Сейчас будем спасать ихнюю засидку и переносить ее в другое место. Вот, давайте посмотрим процесс. Так, Иннокентий собирает манки. Сейчас все манки собирает. Смотрите, лед как натолкало. И этот лед будет здесь стоять всю ночь. Поэтому ребята решили переехать сразу. Правильно делают. А? Думаю, да. Так, вот ребята переехали на новое место в связи с тем, что там лед напихал. И сейчас здесь будут строить засидку. Посмотрите, вот их скарб весь. Сетка маскировочная, оружие, патроны, кресло. Довольно удобная штука, оказывается, кресло, но довольно громоздко таскать. Так, сейчас ребятам манки закинем. Попробуем. Посмотрите, сколько мертвой рыбы. Озеро очень богато рыбой. Нынче рыба здесь маленько задохнулась местами, подубавилась, как говорится, рыбки. Так, вот эту штуку возьмем, подшопник. Что-то он отсырел маленько, на воде что ли лежал. Где тут начало, где конец, да? Оп. Ну что, поплыли?
Ваше благородие, госпожа удача для кого-то. Итак, дорогие друзья, сейчас вот взял на базе немного якорей. И хочу сказать, что это место, где мы находимся, здесь раньше жили люди древние. Ну, не то что древние, а вообще из старины живут люди, жили на таких больших озерах. Да и вообще везде по Якутии кочевые народы жили. И доказательство, вот мы идем по старой тропе. По этой тропе ходило много людей раньше. И даже вот, посмотрите, кто-то здесь даже похоронен. Вот. Человеческие останки найдены, вот. Берцовая кость, тазобедренная, вон позвоночники. И вот в этой ямке его медведь, видимо, и выковырял. Вот ребра лежат. Видите, все человеческое. Поэтому просто кошмар. Кошмар. Растаскали тут все. Вот лопатка лежит. И вот поэтому в этих местах очень много духов обитает. На севере вообще очень много духов разных. Вот, есть хорошие, есть плохие. Все это мистические места. Вот. Идем к нашей лодке такой тропой. И поэтому нельзя громко шуметь в лесу, нарушать покой леса, из-за того, что вот духам может это не понравиться местным, и они вам преподадут урок, который вам не понравится. Смотрите, как раньше в старину люди вырубали вот топором. Все это рубилось. Поэтому много лет тому назад везде были люди. Iki. Karbit tinig do yok takan. Iki.
Мальчик-торгом на яка. Мальчик-торгом на надо, ага. Сай, сай, сай. Mustada. Ha? Mustada. Tavuk gibi şimdi. Mehe. Oo, gelmiş. Motorun naktı mı tıkan? Nara patalı. Ölüyor ha. Kedi kabul ediyor. Ata uzat aktarıldı mı? No. Muttan uzak kaman tutamalı idi. Tümeter tutamalı. Su at o hitte. Öyle hiperini yemek. Lan hatun kulli kadar hele bitime. Kavun da kınadı. Nereler? Say, say, say. Eyvah. Beslenene motorun ölürdün. Слабоватая ведь пятерка. Корова. Тебя двойка, да, она птата. Итак, немножко давайте поговорим о патронах. Значит, как вам известно, давно я уже давненько охочусь на турпана. И самый оптимальный номер дроби, я считаю, для охоты на турпана — это дробь номер 2. То есть она крупнее тройки и в то же время турпан очень такая плотная сама по себе птица. И для нее вот считаю, что оптимальная вот номер 2 дробь. Вот. А я считаю, что пятерка самая оптимальная. А Николай считает, что самая оптимальная пятерка. Потому Почему? что двойка она не пробивает от заряда пороха. От количества пороха все зависит. Не пробивает. Пробивает. Вот. У каждого охотника все-таки свое мнение о дроби, да. То есть он сейчас использует бесконтейнерки. Я использую бесконтейнерку. Но у него он сейчас будет использовать контейнерный патрон. Посмотрим, как это отразится на бое и на кучняхе. Вот. Но по пятерке я тоже вот сейчас сколько вот стреляли, да, заметил тоже, что некоторые турпаны уходят в нокдаун, просто в нокаут уходят, потом просыпаются и улетают даже.
Вот. Я о двойке то же самое могу сказать. Так что так вот. Так что вот так, спорный вопрос. Сегодня хотел было сейчас вот съездить до ребят, но увидел, что на той стороне ходит огромный медведь, и решил заснять вам его. Сейчас вот поснимаю издалека на камеру, и если получится, подлетим к нему на квадрокоптере и поснимаем его с близкого расстояния. Посмотрите, как у нас вот здесь вот с нашей стороны на этом берегу тоже ходил медведь. Мы его спугнули недавно. Посмотрите, вот у нас как много сланника, как из фильма «Злой дух Ямбуя». Вот. Поэтому очень опасно у нас преследовать этого зверя.
Он может залечь под этот сланник, и ты его даже и не заметишь. Вот. Сейчас я посмотрю, вот на той стороне он ходил. Огромный медведь, просто огромных размеров. Такого я еще не видел. Вот. Давайте поснимаем. Подойдем поближе. Вот, посмотрите. Ребята сидели днем вчера вечером вон там, вот за этим поворотиком. И там они видели медведя. А мы спугнули медведя отсюда дня 2 тому назад. Тоже огромный медведь. Вот здесь вот в кустах он прыгнул, когда услышал, что мы плывем. Ну вон он походу ходит вдоль берега, ищет, собирает падаль. Здесь очень много падали накопилось, различные рыбки там, тому подобное. Сейчас посмотрим следы медвежьи. Здесь их должно быть видно, если он здесь был. Ну да, в принципе, что-то здесь ковырял, ходил, но до сюда не дошел, благо. Так, давайте посмотрим, где наш Мишка. Вон он, походу, в кустах сидит. Сейчас приблизим. Посмотрим, он не он. Так, а там у нас на том берегу водные процедуры идут. Вот. Кто там? Ребята что-то делают. Принимают водные процедуры. Весь берег получается вот в мертвой рыбе. Поэтому запах вот этой гнилой мертвой рыбы, он очень сильно привлекает диких животных различных. Ну и в том числе медведь выходит, собственно, из леса, чтобы полакомиться свежей тухлятинкой. И мы его частенько видим. Вот сегодня я второй день уже за сутки вижу медведя на той стороне. Вот, никак не получается его заснять. Сейчас даже поставил квадрокоптер на подзарядку. Если получится, то засниму на квадрокоптер. Вот. Что еще сказать о медведях? Ну, ребята сказали, огромный медведь. Они его видели довольно близко. В 300 метрах они его видели. Вот. Ну, я чуть подальше наблюдал. Особо не разгуляешься здесь, вот, потому что, зная то, что рядом медведь, все-таки кажется, он меня заметил, потому что что-то довольно резко он исчез. По всей видимости, заметил. Ну вот, дорогие друзья, на этом заканчивается охота на утку в Жиганске, на севере. Конечно, не хочется, ну, хочется оставить в памяти эти прекрасные моменты навсегда, запомнить эту природу. Это удивительное просто место, очень красивое. Здесь я встречал закаты, встречал рассветы и провожал закаты. Вот.
Ну, места очень дикие, красивые, просто обалденные. Дичи очень много, животных различных очень много. Конечно, прискорбно, что вот в те года вот здесь вот прошел пожар небольшой. Часть озера вон там вот леса выгорела. Но думаю, со временем восстановится. Сейчас у нас полярный день, утро. И через пару часов мы уже начнем сборы домой. Вот. Считаю, что сезон охоты по утке, по турпану, в частности, прошел очень хорошо. С ребятами неплохо отстрелялись. Лицензии полностью закрыли. И до новых встреч на в следующем охотничьем сезоне. Всем хорошего настроения. Всем спасибо. Сейчас 4 часа утра. Я додежуриваю и все. Всем пока.